Это вечерние новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Как будут учиться дети столичных школ со следующей недели, расскажем в этом выпуске. Не только самые крупные, но и высокотехнологичные новую котельную открыли в Сайсарском округе столицы. Якутскую этнодраму «Пугало» показали на российском кинофестивале «Кинотавр». О чем эта картина и кто сыграл главную роль? Начнем выпуск с данных оперативного штаба Якутии. По борьбе с коронавирусом 65 новых случаев COVID-19 выявили в регионе за сутки. По-прежнему больше всего заболевших в столице – 32 человека. Остальные случаи в районах республики. В Мигино-Кангаласском – 12, в Мирнинском и Среднеколымском – по 7, в Аймиконском и Татинском – по 2. В Алданском, Намском, Сунтарском районах – по 1 случаю. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. За сутки от COVID-19 скончался 1 человек. Стимулирующие выплаты медикам продлены еще на 1 месяц сентябрь. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Также государство продолжит поддерживать сотрудников социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Для них выплаты продлены до середины сентября. Предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, которые на фоне распространения коронавирусной инфекции находятся в зоне особого риска, распорядился президент Владимир Путин. Средства для этого выделяются из резервного фонда правительства. В Якутии наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Связано это с началом учебного года в детских садах и школах. Как отмечают специалисты, на территории Якутии циркулируют вирусы парагриппа и аденовирусы. Также в республике продолжается прививочная кампания. Более 76 тысяч якутян уже получили прививки от гриппа и ОРВИ. Бесплатную вакцинацию можно получить в поликлиниках по месту жительства или работы. Теперь об изменениях, которые произойдут в столичных школах с 21 сентября. Итак, со следующей недели группы начальных классов будут объединены. Напомню, что с начала учебного года учащиеся с 1 по 4 класс обучаются очно с делением на группы. Один день учится одна группа, на другой день другая группа, или же разделение осуществляется по сменам. Также учащиеся 5, 9, 10 и 11 классов перейдут на очную форму обучения. Как сообщили в пресс-службе окружной администрации, из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ в 2 школах Якутска на карантин закрыты по 1 классу. Площадь природных пожаров в Якутии увеличилась на 117 гектаров. За сутки возник 1 очаг, 10 удалось потушить. По оперативным данным авиалесохраны в регионе действует 23 природных пожаров. С огненной стихией боролись более 350 человек и 76 единиц техники. Из-за отсутствия умеренных осадков и учитывая возможность усиления западного и северо-западного ветра, существует вероятность задымления в 5 населенных пунктах на территориях Усть-Алданского, Татинского и Чурапчинского районов. Материнский капитал в следующем году проиндексирует на 3,7%. Таким образом, размер выплаты вырастет до 483 тысяч рублей на первого ребенка и 639 тысяч рублей на второго ребенка. При этом, как пояснили в Минтруде, если семья уже получала мат-капитал на первого ребенка, то на второго она получит доплату в размере 155 тысяч рублей. Всего на материнский капитал в федеральном бюджете на 2021 год запланировано 443 миллиарда рублей. Минфин России уточнил цели ипотечного кредита по выплатам в 450 тысяч рублей многодетным семьям на ипотеку. Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства.
Кроме того, по кредитам можно будет получить господдержку в том случае, если соответствующие договоры кредита заключены до вступления в силу положений законопроекта. Еще одно важное изменение – возможность воспользоваться мерой поддержки тем гражданам, которые приобретают долю в праве общей собственности на жилое помещение и в конечном итоге становятся собственниками такого объекта недвижимости. Новую котельную открыли в Сайсарском округе столицы. Она обеспечит тепло- и водоснабжением новые активно развивающиеся кварталы города. Теперь это не только самый крупный, но и высокотехнологичный объект столичного коммунального хозяйства. В новой котельной побывала наш корреспондент Ульяна Шагина. Старая кирпичная котельная, которая находится за моей спиной, обслуживалась аж с 1975 года. И в ней в смену могло работать до 15 человек. В новой же котельной количество специалистов сократится вдвое, повысится и их квалификация. Теперь вместо кочегаров здесь уже требуются профессиональные операторы, инженеры. Новая котельная – это современное здание площадью 730 квадратных метров. Она полностью автоматизирована, и все ее параметры работы в течение суток будут передаваться на пульт диспетчера. На этом щите управления мы видим, что на нем собраны все основные параметры оборудования. И мы можем видеть в любой момент времени, какое давление на насосах, какая температура у теплоносителя и на подаче, и на обратном контуре. Собственно говоря, можно еще посмотреть, как работает система вентиляции, сколько потребляет электроэнергии это оборудование, сколько топлива потребило оборудование. И для этого, и с помощью этого сделать некий прогноз, в принципе, всех показателей котельной и спланировать, в принципе, работу и на будущее. Кроме обеспечения теплом, газовая котельная будет подавать потребителям и воду по новым технологиям. Подаваемая котельной холодная вода уже при подаче в саму квартиру преобразуется в горячую. Очень современная котельная, да, очень современные были требования прописаны, да, по техническому заданию. Оснащена современным, значит, котловым оборудованием, то есть это отечественные котлы производства, город Омск. Вот, сетевые насосы, что еще, горелочное оборудование, да. К новому объекту уже присоединены 5 многоквартирных домов Сайсарского округа. Это начало первого этапа запуска котельной, которая обеспечит мощность до 39 мегаватт. С запуском второго этапа мощность увеличится до 65 мегаватт. А котельная охватит уже новостройки 2 кварталов – 93-го и 94-го. По городскому округу у нас на сегодняшний день 88 источников теплоснабжения. Все они, скажем так, уникальны. Но что касается данного источника теплоснабжения, который вводится, во-первых, это за многие годы впервые построенный источник теплоснабжения, притом построен с нуля, а не реконструирован, либо переоборудованный, полностью построенный. Соответственно, данный источник отвечает всем новым требованиям технического характера по энергоэффективности, по энергонадежности, по безопасности. Эта котельная, безусловно, даст развитие. Развитие данной территории, непосредственно строительства как социально значимых объектов, так и жилого фонда. Профессия кочегар или истопник скоро и вовсе канет в лету, учитывая, что сегодня автоматизированную систему получают даже угольные котельные. А главным условием для работы становится не умение оборудовать лопатой, а высокотехнологичным компьютером. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Извечный конфликт владельцев собак и жильцов многоквартирных домов в скором времени может быть решен. В одном из районов Якутска появилась первая специализированная площадка для выгула собак. Все подробности в материале Петра Васильева. В разных районах Якутска существует несколько зон, куда владельцы собак могут приходить со своими питомцами, при этом не создавая неудобств для окружающих. Однако первая специализированная площадка для выгула четвероногих появилась только в пятницу, 11 сентября. Ее создатель – один из жильцов дома по улице Чернышевского. Идея пришла от того, что мне очень нравится, когда я выхожу из дома и лежат отходы жизнедеятельности домашних собак. Я считаю, что это не эстетично и не гигиенично. Я собрал подписи от жильцов Центрального округа и направил в адрес управы Центрального округа. Мы нашли место, на котором можно было согласовать. И управа официально дала нам согласование на установке данной площадки.
Размеры площадки позволяют выгуливать на ней одновременно до 2-3 питомцев. Ее главная особенность – наличие специального догбокса – ящика с пакетами для уборки за животным. При этом площадка располагается на значительном удалении от придомовых территорий, парковки и детской площадки. Убирать экскременты за своим питомцем во время прогулки необходимо не только из эстетических соображений. Собачьи испражнения несут потенциальную опасность заражения инфекционными заболеваниями. В особую группу риска попадают дети. Итак, как происходит процесс? Владелец животного приводит свою собаку сюда, в специально оборудованную зону, где животное испражняется. Затем владелец достает специальный пакет, который уже здесь расположен, собирает продукты жизнедеятельности животного и относит их в урну в 10 метрах отсюда. Таким образом, и территория дома, и сама территория площадки остаются чистыми. Отмечу, что подобная практика уже широко используется в крупных городах нашей страны. Сам автор инициативы надеется на то, что в ближайшее время ее удастся распространить и на другие районы нашего города. Петр Васильев, Семен Семенов, Якутск. Якутское тревел-шоу «Отмороженное» получило приз зрительских симпатий Всероссийской премии «Звезда под рюкзаком». Об этом сообщила в своем инстаграм-аккаунте автор и ведущая шоу Екатерина Карпухина. Проект «Отмороженное» стартовал на якутских каналах в феврале 2016 года. В каждом выпуске создатели рассказывают обо всех аспектах путешествия в регионе. Прокладывание маршрута, расчет бюджета, обязательные для посещения места, историческая справка и культурное наследие районов. Город, который сохранил. Этнодраму «Пугало» якутского режиссера Дмитрия Давыдова показали на основном конкурсе 31-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Напомним, что мероприятие проходит в Сочи, и из-за пандемии коронавируса его с июня месяца перенесли на сентябрь. Как прошел показ и каковы впечатления якутян от конкурса, с подробностями Айсена Бурнашова. Конечно, была радость. Радость, и с другой стороны была... Есть большая ответственность, то, что все-таки якутское кино впервые здесь. Это первое интервью режиссера Дмитрия Давыдова сразу после показа его киноленты «Пугало» на основном конкурсе фестиваля. Волнительно, ответственно и невероятно радостно. Еще бы, якутский фильм на 31-м кинотавре, главном кинематографическом мероприятии страны. А ведь на конкурс полного метра в этом году было подано 78 заявок. Выбрали лишь 13 лучших. Счастливая цифра, не иначе. И сценарий написал в 2018 году. Съемки у нас прошли год назад, в конце октября 2019 года, в Альбинском районе, в разных поселках. Сняли мы все это быстро. Было у нас всего смен 10 всего. Фильм «Пугало» – это сочетание мистики, этно и настоящей драмы. Картина снята в Амге. Лента рассказывает о жизни местной целительницы-знахарки. Люди обходят ее стороной, боятся, но все равно приходят к ней за помощью. Самопожертвование, горечь и тяготы жизни, одиночество. Такую сложную роль главную героиню фильма сыграла заслуженная артистка Якутии Валентина Романова Ческырой. Дима предложил мне эту роль Пугало. Я согласилась. Я люблю экспериментировать. Я же импровизирую себя, поэтому мне очень легко. В основном конкурсе предусмотрено 9 наград, включая премии для операторов, сценаристов и композиторов. Председатель жюри Борис Хлебников, из его уст мы и узнаем, кто стал обладателем главного приза «Кинотавра». Помимо полнометражного фильма на фестивале также проходит конкурс короткого метра. Впервые и питчинг сериалов. Оглашение победителей состоится во время закрытия фестиваля 18 сентября. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Иван Черков, Сочи. На этом все. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.